Владимир Путин призвал принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Центр избиркома и Роспотребнадзору соблюсти все санитарные правила. 74 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Якутии. Информация оперштаба республики. Якутские выпускники готовятся к ЕГЭ. В организации проведения экзамена много изменений. Каких именно? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Владимир Путин призвал граждан принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Президент России согласился с предложением главы ЦИК Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Решение принято на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Президент поручил Центр избиркому и Роспотребнадзору уделить особое внимание соблюдению всех санитарных правил, чтобы максимально исключить скопление граждан на избирательных участках. Сделать свой выбор можно будет досрочно, с 25 июня. Речь идет об основном законе Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами. Не случайно Конституцию называют основным законом страны. Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие. Все процедуры разработаны с учетом профилактики распространения коронавируса. Многие меры установлены с запасом. Например, дистанция между людьми на участках будет не 1,5, а 2 метра. Все члены избирательных комиссий, все наблюдатели будут обеспечены масками. Тоже касается представителей СМИ, которые придут на участки, сказала Памфилова. Если у кого-то из голосующих температура окажется повышенной, он сможет проголосовать в отдельном помещении. Решено отказаться от подомовых обходов и голосования по почте. Этим же принципом ЦИК будет руководствоваться при организации работы участков. В частности, граждане не будут передавать паспорт в руки. По всем вопросам, которые могут возникнуть на участке, развесят плакаты, чтобы сократить личный контакт. К 1 июля я гарантирую, что полностью будут выполнены все необходимые требования. Что значит? Вот по проведению общероссийского голосования. Открытость, принципы, прозрачность. Должны присутствовать наблюдатели, средства массовой информации, для того, чтобы мы могли выполнить главное требование к общероссийскому голосованию, его достоверность и легитимность. 74 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Якутии, из них 67 в Якутске. В республике за сутки выздоровели 37 человек. В том числе город Якутск 67 случаев, Алданский район 4 случая, Межнинский район 4 и Намский 1. Но необходимо обратить внимание, опять же, на число Снамского УЛУСа. Сегодня у нас порядка 80 человек, инфицированных на территории Намского УЛУСа. На настоящий момент большинство из них сконцентрировано по очагу, как вы знаете, в АЭС Салбанском наследии, в котором объявлен карантин и, соответственно, проводится соответствующее лечение. Часть людей у нас лечится, как вы знаете, в самом Намском УЛУСе, часть лечится непосредственно в городе Якутске и часть лечится амбулаторно силами выездной бригады Центральной Намской больницы, в селе Салбанцы. Что касается города Якутска, то у нас продолжаются непосредственно, к сожалению, выявления инфицированных и зараженных как из семейных очагов и семейных контактов. Есть небольшие корпоративные контакты. И сейчас период такой, что у нас увеличилось количество обращений с пневмонией граждан. И, соответственно, выезжая на ОРВИ, у нас уже в большинстве своем мы выезжаем практически сразу на ковид в любых его проявлениях.
Сегодня индекс самоизоляции в Якутске вновь оказался низким. На данный момент индекс составляет 1,6 балла. Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране. Яндекс.Карта вычисляет, как много людей сидит дома. Чтобы это выяснить, аналитики Яндекса рассчитали специальный индекс самоизоляции от 0 до на улицах много людей до 5, все сидят по домам. Используются обезличенные данные об использовании приложения Яндекса. Информация обновляется каждый час. Специальный инфомер установлен уже для городов с населением более 50 тысяч человек. Его можно увидеть на главной странице Яндекса и на Яндекс.Картах. 8 тысяч работников Чииндинского месторождения вывезены за пределы республики. На сегодняшний день работает 2000 человек, которые все это время обеспечивали бесперебойную эксплуатацию на месторождении. Напомним, глава республики подписал указ о снятии режима карантина на территории Чииндинского месторождения. Основной состав медицинских работников, а также сотрудники Роспотребнадзора уже отправились в Якутск. Между тем, Айсан Николаев договорился с главой МЧС России Евгением Зиничевым о том, чтобы мобильный госпиталь МЧС и временные пункты размещения остались на территории Якутии и будут использованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Часть пункта временного размещения доставлена из аэропорта Талакан в Якутск. В ближайшее время на территории месторождения восстановится рабочий процесс. В планах начать работу, связанную со строительством магистрального газопровода, в связи с чем в июне начнут возвращаться выехавшие вахтовые сотрудники. Здесь стоит задача, чтобы все-таки люди, прибывающие на Чииндинское нефтегазоконденсатное месторождение, проходили обсервацию, тестирование, не заражались как на территории месторождения, так и пребывали нездоровыми. Этот процесс полностью сейчас организовывается, подготовлены обсерваторы непосредственно на Чииндинском нефтегазоконденсатном месторождении и обсерваторы там, где сборы вахт организовываются. Мы сейчас в процессе переговоров с Стройтранснефтегазом о том, чтобы все-таки принимались местные кадры. Подготовлены уже проекты соглашений. Мы подключили к этому процессу через Госкомитет по занятости компанию «Алмазы Анабара». На сегодня «Алмазы Анабара» уже 250 человек подобрали. И вот мы должны решить, каким образом трудоустройство будет организовано там на месте. От населения республики в адрес Министерства транспорта республики регулярно поступают вопросы о возврате авиабилетов. Вернуть полную сумму согласно указу главы республики можно только за билеты с датами вылета и прилета в период с 18 марта по 30 апреля вне зависимости от даты приобретения. Что касается остальных авиапокупок, то если билет приобретался по тарифу возвратный, то предлагается ваучер на всю сумму, а по невозвратному предлагается ваучер на тарифы до 5000 рублей на 1000 рублей меньше, на тарифы от 5000 рублей на 2000 рублей меньше. Таким образом, механизм возврата авиабилетов после 30 апреля не менялся, а вернулся к ранее действовавшему. Лесной пожар на общей площади 4 гектара возник на территории Намского района. Для тушения пожара в срочном порядке направлены парашютисты и десантники пожарной авиалесоохраны в количестве 15 человек. Отмечается, что на месте также работают 12 человек из числа местного населения. Задействованы 2 единицы техники. В Мирном 4 мужчин вымогали у местного жителя 1 000 000 рублей. Злоумышленниками оказались ранее судимые мужчины. Они в течение 2 дней вымогали у потерпевшего денежные средства, при этом применяя физическую силу и угрожая расправой. В результате насильственных действий потерпевший согласился на требования злоумышленников и передал вымогателям 300 000 рублей. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 7 лет лишения свободы. Неоднократно привлекались к уголовной ответственности, отбывали наказания в исправительных учреждениях республики. Преступный сговор, предполагая, что у данного гражданина имеются денежные средства, и стали вымогать у него. Потерпевший в результате данных требований, будучи в психологически сломленном состоянии, передал часть денежных средств. Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признавали.
Также преступная группа действовала особо дерзко, цинично. Уголовное дело направлено в суд в отношении двоих соучастников, а уголовное преследование в отношении одного из соучастников прекращено в связи с его смертью, а в отношении другого соучастника выделено в связи с тем, что он скрылся от органов следствия. В этом году планируют трудоустроить в промышленные компании 9 тысяч якутян. За первый квартал этого года по программе «Местные кадры в промышленность» трудоустроено 1600 человек в 25 компаний. Исключением не стала и «Алроса». Здесь к новичкам относятся особенно трепетно. В прошлом году на базе горнодобывающего комплекса Верхнемунского месторождения разработали и внедрили проект «Аргыс». Он призван помочь в адаптации новых сотрудников. Подробности в материале Юрия Осипова. В условиях разразившейся пандемии крупные компании стали делать больший упор на местные кадры. Свою лепту в этот процесс вносит и компания «Алроса». Я знаю, что Александр Сергеевич Николаев крайне активно занимается этим вопросом. Мы тоже отдельно работаем с другими недропользователями по тому, чтобы все-таки они опирались больше на местных жителей. Если хорошо, давайте обучать их, давайте смотреть, какие специальности в дефиците. Нет ничего невозможного. И опыт компании «Алроса», высокотехнологичной, эффективной компании, показывает, что, опираясь на местную рабочую силу, мы получаем массу преимуществ. Поэтому я уверен, что большинство недропользователей, которые сегодня оперируют на территории республики, поменяют свой подход и будут все-таки в первую очередь опираться на местных жителей. Компания ответственно подошла не только к набору новых кадров, но и к их адаптации к новым условиям жизни и работы, другому строгому распорядку труда и отдыха. В прошлом году на базе горнодобывающего комплекса Верхнемунского месторождения разработали и внедрили проект «Аргыс», призванный помочь в адаптации людям, ранее незнакомым с промышленными видами деятельности, к реалиям крупного индустриального производства. Проект состоит из 3 этапов. Первый этап – это ознакомление с рабочим местом, участком, цехом, подразделением компании в целом. Второй этап – это приспособление. Этап, когда работник вписывается в коллектив, решаются проблемы и вопросы, с которыми сталкивается новичок. Ну и заключительный третий этап, финиш, когда у работника появляется самоуверенность и самоотдача, он уже становится частью нашей производственной системы. «Аргыс» в переводе с якутского «спутник». К новичкам прикрепляются наставники, которые и проводят своих подопечных через все этапы проекта. На сегодняшний день в числе наставников 10 добровольцев из числа опытных работников. За время работы проекта через него прошли порядка 120 новых сотрудников. Большая часть новичков работает в автобазе технологического транспорта номер 3. Часть людей работает в цехе ремонта горной техники и транспорта, ну и непосредственно в горнодобывающем комплексе Верхнемунская. Представители Оленёкского, Сунтарского, Нербинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов, а также районов Заречья. Ребята занимают самые разные должности и профессии, такие как водители большегрузных самосвалов БелАЗ, водители специализированного автотранспорта на базе КАМАЗ и Вольво, электрослесаря и слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования, взрывники, машинисты погрузочной техники и бульдозеров. Всегда сложно приходить на новое место. Новому сотруднику нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться. От того, насколько успешно человеку удастся влиться в новый коллектив, будет зависеть дальнейшая работа. Проект «Аргыс» направлен на то, чтобы сгладить эти шероховатости и ускорить адаптацию. Сегодня он уже зарекомендовал себя с хорошей стороны. В дальнейшем планируется расширение географии проекта. «Аргыс» собираются внедрить и на Накынской площадке компании «Алроса». В СВФУ выделили 750 мест для приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет федерального бюджета. Отмечается, что наибольшее количество целевых мест предоставлено медицинским специальностям бакалавриата, лечебное дело 88, педиатрия 41, медико-профилактическое дело 12. Как сообщили в университете, выпускники смогут заранее оформить заявление на поступление в личном кабинете абитуриента на сайте вуза, начиная с 20 июня.
Что касается платного образования в России, то оно дороже всего как раз-таки в Якутии. Об этом сообщили специалисты проекта «Социальный навигатор». Это платформа, которая должна помочь абитуриентам и их родителям с выбором вуза. Отмечается, что в среднем по регионам дороже всего учиться в Якутии. Стоимость обучения в вузах региона 293 тысячи рублей в год. На втором месте Камчатский край 284 тысячи. Москва на третьем месте со средней стоимостью обучения 260 тысяч рублей. Регионами с самой низкой средней стоимостью обучения оказались Дагестан, Чечня, Магаданская область. Цена там варьируется от 92 до 96 тысяч рублей в год. Проанализировали специалисты и отдельные вузы, и самым дорогим университетом в России стал Иннополис в Татарстане. Годовое обучение там стоит 1 200 000. А самый доступный вуз – это Исламский институт, опять же, в Татарстане это 20 тысяч рублей в год. Сегодня одна из норм, которая будет характеризовать специфику приемной кампании этого года, это зачисление по согласию. Поэтому, как раньше это сопровождалось предоставлением оригинала, об обучении в этом году не будет. Поэтому возможно, что мы столкнемся с непривычной для нас мобильностью. Люди будут зачисляться в университеты, возможно, потом переводиться. Это будет, возможно, новым таким фактором, с которым мы раньше не сталкивались. Ну а чтобы пополнить ряды студентов, якутские выпускники готовятся к ЕГЭ. Экзамен в этом году будут сдавать только те, кто собирается получить высшее образование. В организации проведения ЕГЭ много изменений. Какие именно, расскажет Ульяна Шагина. Коридоры в столичной школе номер 17. Пандемия внесла свои коррективы и в привычное школьное русло. Из-за новых правил сдачи ЕГЭ школьным работникам скучать некогда. Кто-то занимается с выпускниками дистанционно, кто-то дезинфицирует классы. В этом году экзамены здесь будут сдавать большинство – 99 из 107 окончивших школу. И все это несмотря на то, что подготовка к тестам впервые проходит в домашних условиях. В этом году я сдаю ЕГЭ, и мои выбранные предметы – это математика профильная, русский язык, обществознание и литература. Выбрала я эти предметы, потому что я хочу поступить по специальности как журналистика или что-то связанное с экономикой. Русский язык – самый массовый экзамен в этом году, поэтому его будут сдавать 2 дня – 6 и 7 июля. Причем, по желанию выпускников, из-за пандемии правила сдачи ЕГЭ во многом поменялись. Основное внимание по понятным причинам будет уделено дезинфекции. Региональные пункты сдачи экзаменов уже получили детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья как выпускников, так и экзаменаторов. Предусматривается у нас санитарно-гигиенический режим, по которому все кабинеты будут дезинфицированы. Каждые дети, которые входят, выходят, будут обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Было решено сделать 2 входа, как с парадного и с эвакуационного входа, чтобы не происходило, опять же, скопление детей и предусматривалась социальная дистанция. Еще одно новое правило сдачи ЕГЭ 2020. В классе во время экзамена сможет присутствовать всего 10 учеников. И то при условии, что каждый из них будет рассажен зигзагом, соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Первый экзамен состоится уже 3 июля, на месяц позже обычного. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. С полным расписанием, кстати, уже можно ознакомиться на официальном портале ЕГЭ. Экзамены начнутся в самые жаркие дни, так что затемпературившим от жары или от волнения своим здоровьем лучше не рисковать. Весь июль у нас экзаменационный период будет. Те, кто не смогут сдать в резервные дни, еще и 8 и 3 августа 2 дня у нас планируется тоже дополнительный период сдачи государственной итоговой аттестации. Вот. Сегодня все наши выпускники готовятся к экзаменам и будут сдавать в своих пунктах, где они закреплены были до этого. Повезло в этом году тем, кто решил связать свою жизнь не с вузом, а с СУЗом. Колледжи и техникумы будут принимать без вступительных экзаменов, только по результатам итоговых школьных отметок. Прием документов в этих заведениях начнется после 20 июня. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Служители и прихожане Свято-Троицкого храма в Мирном празднуют 20-летие. За время своего существования он стал едва ли не самым красивым храмом республики и одной из главных достопримечательностей алмазной столицы. Иванна Филиппова с подробностями. Вот
Вот уже 20 лет колокольный звон Свято-Троицкого храма созывает прихожан к божественной литургии. За 2 десятилетия здесь скрестили более 17 тысяч человек и обвенчали 230 пар. История возведения храма началась в 1996 году, когда на месте строительства установили первый камень. Благодаря Алроса мечта прихожан воплотилась в жизнь. Уже спустя 5 лет, 22 июля, здание осветил архиепископ Якутский Ленский Гермоген. У нас есть храмы практически во всех селах, во всех городах, во всех поселках. И это все пошло именно из Мирного, это все пошло от первой общины, от первого настоятеля, отца Дмитрия Поваляева. За 20 лет Свято-Троицкий приход разросся и окреп. Сегодня люди приходят сюда не только помолиться, поставить свечку, но и найти близких по духу, почувствовать благоговение во время причастия. Ходить по праздникам, просто ставить свечку – это другое. А жить всем этим – это состояние души. Еще одним объектом станет больше. К 20-летнему юбилею акционерная компания «Алроса» сделала настоящий подарок. В этом году начали строительство культурно-просветительского центра, в простонародье «Приходской дом». Здесь, естественно, будет уже наша чисто приходская воскресная школа, куда могут приходить все детишки с города Мирный. Естественно, будут какие-то определенные кружки, которые, как правило, присутствуют в приходских домах. Все это будет уже зависеть от того, как начнем функционировать, как будет подтягиваться народ. По задумке, в приходском доме будет своя библиотека, музей и трапезная. Здесь после богослужений будут собираться прихожане, а по выходным дети будут учить основы православия. Иванна Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.